Хәерле көн. Без халыкара туган тел көне айлыгы йомгакларына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең матбугат конференциясы 2 телдә барачак. У нас будет пресс-конференция по итогам проведения месячника, посвященного Международному дню родного языка. Безнең кунакларыбыз Даутова Виктория Руслановна, начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Татарстан. Гизатуллина Энджи Хабировна, начальник отдела национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. Шарипов Ирек Ильдус Ула, Татарстан халыклары дуслыгы йорты директор Дома дружбы народов Республики Татарстан. Һәм беренче сораубыз Виктория Руслановна, вам первый вопрос. Безгә сөйләп китсәгез иде, менә бу халыклар туган тел көне ул кайчан уздырыла башлады. И һәм Татарстанда шушы уңайдан кайчаннан уздырыла башлады туган тел көне айлыгы. Расскажите нам, пожалуйста, что такое об истории Международного дня родного языка. Хайрлы көн, исәмесез. Разрешите поприветствовать вас от имени Министерства культуры Республики Татарстан. И для начала я бы хотела немного рассказать о том, что такое вообще Международный день родного языка и откуда он к нам пришел. Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и ежегодно отмечается с 20 февраля 2000 года. Этот праздник был учрежден с целью защиты языкового и культурного многообразия. В Республике Татарстан также ежегодно отмечается Международный день родного языка. Он отмечается у нас в соответствии с утвержденным планом по реализации стратегии национальной политики Российской Федерации. Ежегодно его проводит Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан. В этом году Международный день родного языка также празднуется в рамках Года родных языков и народного единства, который у нас объявлен в республике в соответствии с указом президента Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. В этом году в план мероприятий по проведению Международного дня родного языка у нас вошло 31 мероприятие. 10 из этих мероприятий были проведены учреждениями культуры Республики Татарстан. И я сегодня немного поподробнее о них расскажу. Первое мероприятие у нас – это республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин». Он у нас стартовал 25 января и организован Елабужским государственным музеем-заповедником. В настоящее время данный конкурс у нас еще проводится и будет вплоть до 12 апреля проводиться. Поэтому все желающие также могут принять участие. Вся информация размещена на сайте Елабужского музея-заповедника. Все учащиеся образовательных школ, а также школ искусств, художественных школ могут принять участие в данном конкурсе. Второе мероприятие у нас – это всероссийский конкурс чтецов. Разговариваем на разных языках, который у нас проводился Болгарским музеем-заповедником. Он у нас уже прошел. В этом году, так как это всероссийский конкурс, у нас принимали участие очень многие регионы Российской Федерации. Данный конкурс в связи с эпидемиологической ситуацией у нас проводился в дистанционном формате. Приняли участие у нас 25 регионов России. И уже были подведены итоги. Также у нас в рамках месячника прошли уроки немецкого языка. Это у нас ежегодно проводит немецкий дом в городе Казани совместно с Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан. Также я хочу сказать, что все, о чем я рассказываю, это исполнение всех мероприятий, мы в ближайшее время вывесим на сайте Министерства культуры. Полностью эту таблицу, то есть можно будет ее оттуда взять.
Следующий у нас это интерактивная познавательная экскурсия. Свияжский археологический словарь в музее-заповеднике остров Град Свияжск. Была организована специальная экскурсия в рамках Международного дня родного языка. А также у нас во всех государственных и муниципальных библиотеках Республики Татарстан в течение месяца проводились книжные иллюстративные выставки и конкурсы чтецов. Также у нас ГБУ «Татар-кино» были организованы тематические кинопоказы к Международному дню родного языка. В более чем в 15 муниципальных районах прошли кинопоказы наших фильмов, которые были созданы нашими татарстанскими кинематографистами. Также у нас в этом году впервые стартовал кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама». У нас он организован «Татар-кино» совместно с Домом дружбы народов Татарстана. И сегодня у нас здесь присутствует директор Дома дружбы народов Татарстана, который более подробно расскажет о данном фестивале. Я хотела бы еще добавить о том, что мероприятия в рамках Международного дня родного языка, они у нас не ограничиваются только этим месяцем. Так как у нас этот год объявлен годом родных языков и народного единства в Республике Татарстан, у нас есть утвержденный план, в который вошло 148 мероприятий, план по проведению года родных языков и народного единства. Его также можно найти на сайте Министерства культуры Республики Татарстан. Поэтому мероприятия, посвященные родным языкам, они будут проводиться в течение всего года во всех муниципальных районах Республики Татарстан. Так, и, наверное, дальше, да, по мероприятиям. Рахмат, спасибо. Инжи Хабировна, Мәгариф һәм фән министрлыгы уздырган чаралар хакында сөйләсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Айлык кысаларында барлык мәгариф билим бирү оешмаларында бик күп чаралар уздырылды. Һәм мин презентацияны әзерләгән идем, чөнки бик матур чараларны бераз күрсәтеп тә китәсем килә. Дөрес итеп барса. Ежегодно в течение февраля во всех образовательных организациях Республики Татарстан проводятся мероприятия, посвященные Международному дню родного языка. В год родных языков и народного единства месячник прошел еще масштабнее. Как уже докладывали, первая пресс-конференция была в начале месячника. Принят и в период с 21 января по 21 февраля реализован совместный с Министерством культуры Республики Татарстан план по проведению мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка. В рамках месячника проведено более 360 мероприятий, в том числе более 300 на базе муниципальных образований с охватом более 500 тысяч человек. С 21 по 25 января во всех муниципальных образованиях были организованы мероприятия с участием глав, руководителей исполнительного комитета муниципальных образований, посвященные году родных языков и народного единства, в рамках которых дан старт и месячнику, посвященному Международному дню родного языка. И вот на слайдах как раз муниципальные районы, где были проведены большие мероприятия. Хочется отметить торжественные мероприятия в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Черемшанском, Зеленодольском, Агрызском, Азнакаевском, Нурлатском, муниципальных районах. В Актанышском районе открытие месячника совпало с межрегиональной конференцией «Историко-культурное наследие и современность Восточного Закамья». Барлык районнарның гомуми билим бирү уешмаларында туган телләр елына багышланган чаралар һәм шул исәптән ачылу тантаналары, әдәби-музыкаль кичәләр, тематик сыйныф сәгатьләре, конференциялар үтте. Мәктәп китапханәләрендә тематик күргәзмәләр оештырылды. Мәктәп музейларын Идел буе халыкларының мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә багышланган материаллар белән тулыландыру буенча эш активлашты. Музей дәресләре һәм экскурсияләр үткәрелде. Айлык кысаларында республикабызда яшәүче халыкларның мәдәниятен, тарихын яктыртуга юнәлдерелгән бәйгеләр, иҗади кичәләр, Татарстан Республикасы сәнгать эшлекләре белән очрашулар,
туган тел укытучылары һәм югары уку йортлары җитәкчеләре өчен семинарлар оештырылды. Казан шәһәрендә елдагыча тел сагында ир-егетләр педагогик уенының муниципаль этабы үтте. Анда үз фәннәрен татарча укыта торган 100дән артык ир-ат катнашты. Алар барысы да команда эчендә катнашмадылар. Кемдер группа поддержки дип әйтик, аларның төрле конкурсларында катнаштылар һәм башта аның үтте муниципаль этаплары һәм йомгаклау этабы 11 мартта үтәр дип күздә тотыла. Биектау районында Сабантуй Салават күпере журналлары белән берлектә әти-әниләр өчен иң зур мирас бер генә, газиз туган тел генә темасына төбәк-ара конференция үтте. В дошкольных организациях в течение месяца прошли конкурсы «Татар Малайы», «Татар Кызчыгы». В Сабинском муниципальном районе масштабно проведен конкурс-фестиваль детского творчества «Талант-фест» по номинациям «Хореография», «Вокал», «Соло», «Конферанс». Кратко остановлюсь на самых крупных мероприятиях, проведенных непосредственно Министерством в рамках месячника. С 30 января по 9 февраля на базе Олимпиадного центра прошли республиканские олимпиады по родным языкам, родной литературе, русскому языку для учащихся школ с родным языком обучения, истории Татарстана. В олимпиадах приняли участие более 1500 обучающихся со всех районов. Победители республиканских олимпиад по чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому языкам приглашены в межрегиональные олимпиады, которые проходят в субъектах Российской Федерации. Победители и призеры олимпиад по татарскому языку и литературе будут приглашены на международную олимпиаду по татарскому языку, очный этап, который пройдет в апреле. 17 февраля проведена межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе с использованием дистанционных технологий. В олимпиаде приняли участие более 300 обучающихся 26 субъектов Российской Федерации. Проведены зональные этапы фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Татарстан. В городах Казань, Альметьевск, Набережные Челны в 3 зонах были проведены, в которых приняли участие 193 коллектива, 1120 учащихся, и гала-концерт, приуроченный Международному дню родного языка, с участием победителей фестиваля, был запланирован к проведению на 19 февраля в городе Казани, но в связи с установлением аномально холодной погоды на территории республики перенесен на 1 марта текущего года. В соответствии с планом организованы и проведены межрегиональные и республиканские научно-практические конференции учащихся и педагогов. С целью повышения статуса учителей родных языков, распространения их педагогического опыта, сохранения, поддержки развития родных языков в Республике Татарстан и за его пределами Министерством организованы конкурсы для педагогов. На базе 9 муниципальных образований проходит зональный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» и отборочный этап всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган-тель». На заочном этапе всероссийского конкурса мастер-классов «Туган-тель» участвовали 91 педагог из муниципальных районов Республики Татарстан, из них 52 учителя родного татарского языка, 4 учителя марийского языка, 2 человека мордовского, 18 русского, 4 удмуртского, 11 человек учителей чувашского языка. На заключительный этап, который состоится 23-25 марта в городе Казани, прошли 40 учителей родного языка и литературы Республики Татарстан и 10 учителей из субъектов Российской Федерации. В течение февраля в школах республики проведены более 300 мероприятий, в том числе фестивали народного творчества, практические исследовательские конференции, семинары для педагогов, творческие встречи с членами Союза писателей Республики Татарстан и национально-культурных автономий. В этом году парламентский урок также был посвящен Году родных языков и народного единства и прошел в школах республики на тему «Татарстан – наш общий дом. Единство народов, культурное и языковое многообразие как уникальное богатство республики». Сотрудниками Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан проведены встречи, лекции в общеобразовательных организациях Республики Татарстан. С 15 по 19
февраля 2021 года состоялись круглые столы, посвященные 115-летию татарского поэта Мусы Джалиля, фольклору и этнокультурной идентичности, преподаванию родных языков и литератур, словарям, подготовленным Институтом языка и литературы и искусства. В мероприятиях принимали участие ученые научных организаций и вузов республики, а также представители Союза писателей средств массовой информации. Как уже докладывали ранее, были организованы мероприятия Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского государственного университета и организациями среднего профессионального образования. Проведены 3 научно-практические конференции в КФУ. Они посвящены столетию со дня рождения ученого-методиста в области русского языка профессора Шакировой Лии Закировны, проблемам тюркской лингвокультурологии, методикам обучения языкам с участием ученых, студентов, обучающихся из разных городов России и Италии, Казахстана, Узбекистана, Турции, Китая, Египта. Около 500 человек были участниками. Прошла Олимпиада по русскому языку среди студентов, онлайн-акции к Международному дню родного языка, художественные литературные мероприятия, посвященные герою-поэту Мусу Джалилю. И 19 февраля 2021 года на базе Аксубаевского техникума универсальных технологий состоялась республиканская научно-практическая конференция «Роль родного языка в формировании духовных ценностей и нравственного воспитания молодежи» с охватом 113 преподавателей из 43 профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан. В Мензелинском педагогическом колледже прошла республиканская научно-практическая конференция имени Мусы Джалиля, где участвовали около 200 студентов. 15 февраля Министерством по делам молодежи Республики Татарстан проведено награждение лауреатов республиканской премии имени Мусы Джалиля с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Ринатовны Фазлеевой. 15 февраля был дан старт проекту творческих постановок по произведениям Мусы Джалиля в целях знакомства жителей Татарстана с творчеством татарского поэта Мусы Джалиля через разные формы современного искусства. И вчера, 24 февраля, состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Самрух» в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Информация о реализуемых проектах, фото и видеоматериалы размещены на официальных сайтах министерств, на сайтах образовательных организаций, в аккаунтах и в средствах массовой информации. На нашем сайте сразу первая вкладка как раз «Год родных языков и народного единства», и там размещены планы всех муниципальных образований, план Министерства образования, который утвержден приказом, и видео, фотоматериалы мероприятий. Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям было организовано освещение мероприятий в рамках программы. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Спасибо за внимание. Рахмат, Ирек Илдусович, түрлі милләт вәкилләре, автономияләре, алар ничек кабул итәләр менә шушы айлыкны, һәм сездән нинди мероприятиеләр узды, шулар хакында әйткерсәгез иде, сөйләсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Бу ел Татарстанның Халыклар Ассамблеясы, Халыклар дуслыгы йорты өчен бу айлык ул менә шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының башлану ае буларак билгеләп үтелде. Нәкъ менә шушы ай ичендә күпчелек район һәм шәһәрләрдә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының чаралары башланып китте. Биредә ул кайсы җирдә узуга карамастан район җитәкчелеге, милли оешма вәкилләре очраштылар, үзләренең туган сорауларын күтәрделәр, концерт, күргәзмәләр узды һәм ел әйләнәсендә эшләнәчәк эшләр барланылды. Әгәр дә кыскача әйтеп үтсәк, 28 гыйнварда Татарстанның Халыклар дуслыгы йортында федераль күләмдәге зур чаралар узды. 28 января 2021 года в Доме дружбы народов состоялся круглый стол на тему «Роль художественного творчества в укреплении духовного единства народов».
В целом это было целый ряд мероприятий с участием федеральных экспертов. Почетным гостем и спикером круглого стола стал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. 29 января состоялся круглый стол «Роль общественных и национально-культурных организаций в сохранении родных языков народов России». Здесь как раз принимали участие наши руководители национально-культурных объединений с подключением по Zoom ряда экспертов из федерального центра и регионов России. Далее мы посещали много районов, где работают представительства Ассамблеи народов Татарстана и дома дружбы. В том числе это старты года родных языков в Спасском районе. Дуслар Жиелган жерде. У нас есть такой проект, в нем 4 февраля принимал участие народный артист Республики Татарстан, профессор Мингалгалиев. Тоже такая философская беседа, и одновременно там разные форматы применялись, как раз о роли родного языка, искусства, о том, что вот коллеги-журналисты задавали вопрос, а в чем значение родного языка? Ну, а в том, наверное, чтобы не отрываться от своих корней, которые закодированы именно в родной речи, в песнях, мелодиях, образе жизни, в менталитете народа. И если человек отрывается именно вот от этого пласта, ну, это огромная трагедия и для личности, как потеря своей материнской платы, ну и в целом для народа, потому что мне кажется, очень символично, вот на входах в еврейские общины над дверями обычно висит выражение: нет еврея без общины, нет общины без тебя. Но это же касается каждого народа. То есть каждый народ, если он оторван от общины, он уже теряет энергетику своего народа, которая накапливалась столетиями. Но и наоборот, если этой энергии одного человека, а за ним другого, третьего, десятого, тысячного не будет, то и энергия общины тоже потеряется. Поэтому здесь мы, наверное, в этом году и во время этого месячника акцентируем внимание вот на как раз и на такие философские вещи, и на прикладные задачи, которые стоят сегодня перед органами государственной власти, министерствами, ведомствами. Вообще год, он хороший, вообще тема, драйвер для деятельности национально-культурных объединений, которые входят в Ассамблею народов Татарстана. Это более 240 национально-культурных объединений. Все эти мероприятия мы освещаем и на сайте Ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана. Вы это можете детально посмотреть, фотографии, видео, там все это присутствует. Но хочу еще сказать, что вот инициатива общественности, поддержанная указом президента и объявленный год родных языков и народного единства, он тоже генерирует разные идеи. Одна из самых успешных и перспективных идей, наверное, это то, что в этом году мы запустили совместно с учреждением культуры «Татар-кино» совершенно новый кинофестиваль. Кинофестиваль народов Республики Татарстан, называется «Панорама». То, что мы никогда не делали раньше. То есть это слияние двух больших движений. Общественные движения народов Татарстана и движение кинематографистов разных стран. Кинофестиваль будет идти целый год. Сегодня уже подтвержденные заявки. Это кинофестиваль подразумевает участие творцов из разных стран. И язык фильма – это родной язык. И у нас почти 20 языков участия будет на этом кинофестивале. То есть 22 февраля стартовали Дни чувашского кино. И вот таких
языков будет там почти 20, без малого 20. Это подразумевает кинопоказы по сети Татар-кино в киноучреждениях Республики Татарстан с участием создателей этих фильмов, с участием руководителей национально-культурных объединений. И все они переведены, титрованы. То есть это будет тоже новая площадка для познания культуры, искусства, менталитета этих народов, которые будут представлены фильмами на этом кинофестивале. Наверное, это вот основное, что было сделано за это время. Об остальном коллеги очень подробно, хорошо рассказали, потому что если смотреть с точки зрения Министерства образования, да, это мероприятия, которые проходили на площадках учреждения образования, культуры. Ну, там одна из сторон диалога всегда национально-культурное объединение. То есть, поэтому И на вашей базе да, тоже да, и на проходили наших мероприятия, площадках да, тоже на ваших проходят. площадках. Но наши партнеры всегда это Министерство культуры, Министерство образования, поэтому это некий общий результат, который мы делаем каждый день. Спасибо, Рахмет. Рахмет. Сұрауларыңыз бар ма? Хай. Татар-информ Гүлнар Гарифуллина. Инжи Хабировна, сұрау сізге еді. Менә быйыл татар теленнән олимпиадаларда катнашучылар арттымы һәм башка телләр буенча да олимпиадалар. Һәм икенче сорау, менә бу туган телләр айлыгында сез кайсы районнарны тәнкыйтьләр идегез пассивлыгы ягыннан, кайсыларын бәлки мактар идегез аеруча актив булганнарын? Бу уку йылында чыннан да олимпиадаларда катнашучыларның саны артты. Беренчедән, аларның нигезләмәсенә бераз үзгәреш керде һәм муниципаль этаптан соңгы йомгаклау этабына чыгучылар 40% булды һәм алар барысы да дуслык лагерына килеп олимпиадада катнаша алдылар. Һәм алар арасында призерлар да бик күп булуы, ул призерларның бер генә районнардан яки географиясы төрле булуы бик шатландырды, куандырды. Һәм жюри башка еллар белән чагыштырганда бу уку елында катнашучыларның әзерлекләре дә яхшырак булуын билгеләп үтте. Һәм кайсы районнар дип әйткәндә, безнең туган телләргә багышланган чаралар ел сайын уза. Ул ел әйләнәсендә бара һәм быел гына бу мәсьәләгә без борылдык, бу юнәлештә эшлибез дип әйтә алмыйбыз, чөнки һәр мәктәптә, һәр балалар бакчасында бик күп чаралар планлаштырылган һәм уздырыла. Ләкин бу план, бу туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан әлбәттә һәр муниципаль районда үзләренең планнары кабул ителде. Һәм бер генә районны да мин тәнкыйтьли алмыйм, чөнки чыннан да бик күп чаралар уза. Шуңа күрә минем презентациягә да һәр районны бер слайд итеп кертәсем килде, ләкин ул вакытны күп алыр иде, күрсәтә алмас идем. Бигрәк тә актив дип мин әйтер идем Орша районын, Ойлык кысаларында Орша районын, Яшел Үзән районын, Биектау районы, Актаныш районнары. Аларда чынлап та зур чаралар, төбәк ара, республика күләм чаралар уздырылды. Айя. Газета «Республика Татарстан». Внимание, которое на самом деле будет самым звездным, вот, или было, вот, хотелось бы об этом узнать. Вот. Потом фильмы, которые... Эрик Ильдусович, это к вам вопрос. Фильмы, которые, как вы сказали, переведены, они с субтитрами идут? Или они... с субтитрами. Тут принципиально важно, вот, мнение организаторов, чтобы звучала родная речь. То есть именно берем такие фильмы, где звучит родная речь, и любой может услышать. И еще вопрос, есть ли такая статистика, какой процент населения Республики Татарстан говорит на татарском языке? Ну там ведь не только татары. Вам, наверное, первый вопрос. Сразу, вот по поводу указа. У нас в соответствии с указом президента Республики Татарстан от 5 октября 2020 года номер УП-653, вы можете также найти на сайте аппарата президента Республики Татарстан, год родных языков и народного единства. И второй вопрос. Самое масштабное мероприятие, какое ожидается вам, наверное, тоже? Или
Энджи Хабировна, кім Біздің жауап? министр в рамках месячника самые масштабные мероприятия должно было быть, вот сейчас перенесено на 1 марта, это фестиваль воскресных школ и школ с этнокультурным содержанием образования. Очень много было участников, очень много было заявок. Сначала был заочный этап, они присылали, школы присылали нам выступления свои на видео, жюри рассматривали и уже на зональном этапе уже выбрали призеров, победителей, которые будут выступать уже на гала-концерте. Это будет на базе Академии туризма и спорта 1 марта. А в апреле мы ожидаем проведение международной олимпиады по татарскому языку, форума родного языка. Количество участников еще скажите, пожалуйста, 1 марта и на Олимпиаде. 1 марта это будет 450 человек. На международной олимпиаде участников только будет 500 человек. А предварительно ведь анонсировали, то есть вам присылали, вот, как вы говорите, свои видео. То есть на самом деле претендентов было гораздо больше. Претендентов было гораздо больше. Сколько человек внедрились во все это? Больше 1500 человек. И вот этот последний вопрос по сколько у нас все-таки в Татарстане человек говорит на родном языке? Я тут читал социологию по Москве. Это же вот, ну как это можно определить? По экзамену, по аттестату говорит он, не говорит, да? То есть москвичи, татары, даже те, кто не свободно владеет родным языком, на вопрос «ваш родной язык» отвечают татарский, да? То есть это вот, у них есть такая статистика, я сейчас не могу сказать. Поэтому здесь, наверное, точной цифры никто не назовет, но людей, которые ощущают себя представителем того или иного народа, то есть там индикаторов много, и не всегда это обязательное владение родным языком. Там тоже по москвичам, боюсь ошибиться, то есть ну, городская среда подразумевает универсальность. И все говорят на том языке, где говорят на том языке, на котором говорит большинство. Но с другой стороны, мы тоже вот в Общественной палате Российской Федерации шли споры. Там я просто перескажу, какие аргументы, что там было. Один из спикеров, очень уважаемых людей, федеральных экспертов, говорил, вот большинство людей владеет несколькими языками, представители малых народов тем более. И вот он говорил, какой язык родной? Вот тот, кто кормит, тот и родной. Ему парировали, но мы же не только живем для того, чтобы кушать, мы еще хотим любить, детей воспитывать, грустить, петь, там, да, то есть, но не может быть один язык, то есть мы в своем обществе идем к тому, чтобы вот эта полилингвальность, это комфортная среда для многих и многих людей, когда человек может говорить на языке, да, который нужен для работы, семья, образование, воспитание. И, наверное, таких людей будет все больше и больше. В рамках системы образования мы можем сказать изучение родного языка, потому что в рамках предметной области родной язык, родная литература родители выбирают, какой родной язык он будет изучать, какой язык будет изучать. Даже как родной язык, наверное, неправильно будет говорить, потому что есть районы, где по статистике там русского населения достаточно много, но для изучения в рамках предмета родной язык большинство выбирают татарский язык. Поэтому по республике на сегодняшний день 66% изучают татарский язык, 33% русский язык в рамках предмета, еще раз, да, родной язык, как родной русский, и остальные марийский, чувашский, удмуртский, мордовский языки. Это дети, да? 66%? Это дети, да, в школе, школьники.
Есть вопросы? Сораулар бармы? Сегодня происходит в Казани совместное заседание двух комиссий Общественной палаты России и Общественной палаты Татарстана. В 3 секциях вот сейчас в 2 часа начнется обсуждение этого вопроса. Там нет таких вот однозначных ответов ни на один из этих вопросов. То есть, да, родные языки, культура, общение межнациональное, общение межгосударственное, как все это должно выстраиваться. То есть и русский язык, народ, разделенный народ на многие-многие государства, там один аспект, да, наши народы. Поэтому будем искать ответы, и всегда эти вопросы останутся актуальными. Есть у нас вопрос, коллег? Ай. Менә узган атнада мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе Адымнар мәктәбендә булган иде, әйме. Һәм шунда әти-әниләр өчен һәм татарчаны белмәгән укытучылар өчен дәресләр үткәрелә икән инде. Туган телгә өйрәтү буенча. Менә сез ничек уйлыйсыз, башка мәктәпләрдә дә кертеп булыр идеме шуны? Аны Татьяна Ларионова тәкъдим итте. Бу практика кайбер мәктәпләрдә бар, барлык мәктәпләрдә бар дип әйтә алмыйм. Һәм әгәр дә ата-аналарның теләкләре бар икән, әлбәттә мәктәптә моны оештыруның проблемасы юк. Эшләп була торган. Менә бу актанышта бер әни каршы чыккан иде анда, менә бу туган тел мәсьәләсендә. Моңа карата фикерегезне беләс килгән иде. Каршы бер әни генә каршы чыкты дип әйтеп булмый, чөнки бер үк вакытта каршы чыгучылар кемдер бәлки икенче предметны укыр идем дип әйтүчеләр булган кебек, шул ук вакытта татар теле сәгатьләре күбәйсен иде, татар телен без күбрәк, тирәнрәк өйрәник әле, өйрәнәсе килә дигән мөрәҗәгатьләр дә, алар хәтта күбрәк тә. Шуңа күрә бер генә кешенең фикере белән сүз йөртеп булмый. Һәм татар теле дәресләрен кызыклы итү өчен, татар теле дәресләренә укучыларның укыйсы килсен, киләсе килсен, һәм аларның чыннан да татарча сөйләшергә өйрәнсеннәр өчен күп эшләнә хәзерге вакытта. Бу яңа дәреслекләр эшләүдә моңа керә, яңа программалар эшләнде һәм алар ФГОС реестр сайтына куелды. Һәм яңа дәреслекләрдә моңарчы булганнарыннан аермалы буларак күбрәк коммуникатив технологияларга, компетенцияга игътибар ителә һәм күбрәк сөйләшергә өйрәтү беренче планга чыга. Мишрикованың авторлык системасы буенча укытучыларны укыту барды берничә ел дәвамында. Шулай ук Сәләм проекты буенча Сәләм ул дәреслек булып та эшләнә һәм аның сайты да бар. Анда коммуникатив технологиягә күп игътибар бирелә. Алар белән укучы сыйныфларда андый сораулар юк диярлек, чөнки чыннан да укучыларга ошый, алар өйрәнәләр, өйләренә кайтып кызык дип сөйлиләр. Ата-аналарга әлбәттә укучының, баланың яратып сөйләве ошый һәм башка укытучыларга да яңа дәреслекләр белән, яңа методиклар белән эшләүне оештыруны дәвам итәбез. Ирек Илдусович, менә сезнең дә фикерне ишетәсе килгән иде бу мәсьәләгә карата, бәлки сез дә әйтерсез, менә актанышта ата-аналар белән очрашу вакытында бит инде бер ана татар телендә укыйсы килми дип әйткән иде һәм башка аналар да аңа теләктәшлек күрсәттеләр. Моңа төрле фикерләр булды, бәлки менә журналистлар шул турыда сорау бирде. Сезнең дә бәлки фикерегез бардыр. Табигый булырга тиеш. Әлбәттә, менә аны бөтен әйберне өстән генә әйтеп кырып булмый бу мәсьәләдә. Миңа калса, бу мәсьәләдә менә һәрбер мәктәптә, һәрбер авылда, һәрбер районда телләрне өйрәнүнең күләмен ничек билгеләргә икәнлеген урыннарда билгеләү хәерлерәк булыр иде. Миңа шулай тоела, чөнки аны менә Казаннан торып кына да Минзәлә районындагы Мари мәктәбендә нинди телләрне күпме күләмдә өйрәнергә кирәклеген әйтеп булмый. Мин анда күп йөргән кеше буларак әйтәм. Казаннан булай күренә, ә чынлыкта аларга менә Мари телен
бірге арттырасы, яки башка тіліне бірге киметәседер, үзләре хәл етсенләр. Онда бит иң төп постулат ол білім беруінің дәрежесі ким болмасын. Менә шул Мензеледәге Мари мәктәбе белән Казандагы татар мәктәбенең менә аермасы булырга тиеш түгел. Һәм шул ук вакытта күпмедер дәрәҗәдә теге мәктәпләр үзләре хәл итә торган өлешенә кысылмау хәерлерәктер. Шул ук Марига әйтсәк, инде менә Күкмарыда шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган матур чара оештырдылар. Бик матур чара. Шунда шул ук менә Мари ансамбленнән дә матур ансамбль эзләп табу бик авыр. Ни өчен? Чөнки үз ирекләренә куелганнар, үзләре хәл итәләр менә күп кенә мәсьәләләрне. Миңа шулай тоелды инде. Авыл җирлеге эчендә бу халыкка үсәр өчен, үз милли гореф-гадәтләрен саклар өчен күп шартлар тудырылган һәм алар канәгать бүгенге көндә. Алар канәгать, алар үзләрен иркен, җиңел хис итәләр, һич нинди кимсетү куерсыту юк. Теге эштән әйтеп эшләнә башласа, бөтенләй бер күрәсең, монда инде фикерләр төрле булырга мөмкин. Үзләре сойлап алган булсалар, җиңелрәк барыр иде бәлки. Бүгінгі күнде мәктәпләр білім беру ұйышмалары Россия Федерациясында мәгариф турындагы закон негізінде алар үзләре ничә сәгать туган тел өйрәтәләр, ничә сәгать математика укыталар, алар үзләре куялар, алар бу өлкәдә мөстәкыйлькә ия. Рәхмәт. Ләкин алар ата-аналарның фикерләрен искә алырга тиешләр һәм федераль дәүләт стандартларын үтәргә тиешләр. Стандарт үтәләргә тиеш. Менә шуннан кала, шуннан да бер авыл белән икенче авыл арасында да аерма күп булырга мөмкин. Чөнки менә анда 100%-ка якын татарлар яшәгән районда телне югалту проблемасы тормыйдыр бәлки. Икенче районда бирелгән сәгатьләр ул аз булырга мөмкин, чөнки анда ситуация башка. Да, пожалуйста. Вот у меня еще такой вопрос. Вот месячники проводятся уже несколько лет, да? Вот после их проведения, вот удалось ли проследить, увеличивается ли вот интерес к своему языку? То есть, может быть, это за счет увеличения количества участников, может быть, просто сами там, я не знаю, ну, и взрослые, и дети хотят больше принимать участие вот в каких-то там фестивалях, там, в олимпиадах. Вот удалось ли это проследить? Растет ли вот интерес? Вы расскажете, Виктор Руслан. Давайте я по своей части, может быть, вы тоже добавите. У нас мероприятие также проводится в соответствии с программой реализации национальной политики в Республике Татарстан, в которой также есть несколько подобных индикаторов, в том числе в части увеличения количества участников этих мероприятий. И у нас ежегодно вот мы итоги подводим, в том числе и в рамках месячника, и в общем по реализации национальной политики в республике. И у нас есть увеличение и по индикаторам в части вот увеличения участников количества мероприятий, то есть увеличение идет и по количеству мероприятий, и по заинтересованности наших учреждений в проведении данных мероприятий. То есть идет большой спрос населения по данным мероприятиям. Поэтому можно точно заявить о том, что есть спрос, и мы эту работу продолжаем, мы увеличим количество мероприятий, так как само население, оно заинтересовано в проведении данных мероприятий и в участии. В образовании я тоже хочу сказать, что спрос также растет, также есть. Об этом можно судить по обращениям родителей, по обращениям школ. После проведения мероприятий, например, на следующий год, они уже в начале учебного года начинают узнавать, будет ли это мероприятие в рамках месячника, и где положение, как готовиться, потому что, чтобы участники хорошо выступили, чтобы им надо уже с начала учебного года готовиться. Да, дают увеличение. То есть это мы видим даже, вот когда первые районы стартовали, вот мероприятия по году родных языков и народного единства. То есть районы тоже
мониторили, кто как проводит, кто сколько людей, сил привлек. И то, что вот на старте некоторые районы, если формально отнеслись к месячнику языков, то к концу месяца мы просто видим, что все равно есть некая соревновательность, есть набирание опыта, когда каждый следующий район уже более полезно в прикладном смысле этого слова организует вот эти мероприятия, когда реально, вот даже этот кинофестиваль, он же появился в рамках месячника, то есть когда в корзину складывали идеи, и вот появилась такая идея, а идея очень хорошая, и вот хороший повод родил хорошую идею, хороший проект, поэтому это всегда полезно. И были некоторые районы, где был дан старт уже 21 января, 22 января, но увидев уже, как проводят другие районы, они еще раз это Продолжим мероприятие делали повторно. повторно, Это просто с участием главы уже, с участием гостей почетных. Это не один, не два района. Да. Общество очень внимательно считывает вот такие посылы власти, когда действительно объявляется на государственном уровне такие даты, как год языков, как месячник родных языков. Все равно это хороший импульс для активизации работы и органов власти, и общественности. Рахмет. Если нет вопросов. Зур рахмет. Большое вам спасибо. Барыгызга да рахмет.